Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду контрольными знаками, чтобы эффективнее бороться с контрафактом. Такое предложение ведомство направило в Минпромторг. Роспотребнадзор также предложил, чтобы его наделили полномочиями по контролю за питьевой водой. В ведомстве считают, что контроль над водой нужно усилить, поскольку на этом рынке все еще много подделок. По данным МВД, в 2018 году в России в сфере производства и оборота минеральной воды было выявлено 1141 преступление, связанное с контрафактом. В суд направили 1035 таких дел. По фактам незаконного использования товарных знаков было возбуждено 1270 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 483 человека. Более половины россиян хотят продолжать работать после достижения пенсионного возраста. Такие данные показал опрос Роструда. Треть людей хотели бы продолжать работать по своей специальности, еще треть перейти на более простую работу и неполный график, а 27,6% получить дополнительное образование и найти удаленку. Чуть более 27% граждан вообще не хотели бы работать на пенсии, а 16,5% еще не задумывались об этом. Около 70% опрошенных уверены, что пожилые люди полностью зависят от начальства в вопросах трудоустройства. В Роструде считают, что работодатели зачастую опираются на стереотипы в вопросах найма людей старшего поколения. Большинство предпочитают более энергичных сотрудников, однако в строящем долгосрочные планы бизнесе востребованы соискатели старше 45 лет ввиду уровня их ответственности и чувства долга. Тем временем Минфин и Центробанк не могут договориться о запуске системы индивидуального пенсионного капитала. Концепция была одобрена с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным. После этого Минфин привел законопроект в соответствие с этим условием. Однако новый документ не устроил Центробанк, который фактически является главным разработчиком проекта системы индивидуального пенсионного капитала. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выразила сомнение, что в таком формате система заработает без автоподписки или хотя бы на авторегистрации. Новая пенсионная реформа обречена на провал. По мнению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, если законопроект индивидуального пенсионного капитала не будет внесен до октября месяца, вряд ли есть шанс на появление этой системы. Россия заняла 51-е место в обновленном рейтинге стран, чей паспорт дает возможность посещать в безвизовом режиме наибольшее количество государств и территорий. Данное исследование охватывает 199 стран, 193 из которых государства-члены ООН. Согласно данным рейтинга, Россия занимает 51-ю строчку, набирая 116 баллов. При этом, по данным предыдущего исследования, Российская Федерация была на 48-м месте. Первое же место поделили между собой две азиатские страны – Япония и Сингапур. Граждане этих стран имеют право безвизового въезда в 189 стран и территорий. Вторую и третью строчки рейтинга заняли Германия, Южная Корея и Финляндия с показателем в 187 стран. И Дания, Италия и Люксембург – 186 стран. Самые скромные возможности по безвизовому въезду у владельцев паспортов Сирии – 29 стран и территорий, Ирака – 27 стран и Афганистана – 25 стран. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. За 4 месяца естественная убыль населения составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как бы нам хотелось, темпами снижается смертность, отметила Татьяна Голикова. По ее словам, многие регионы в погоне за качественными показателями снижали цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин. Она подчеркнула, что в оценке ситуации должны участвовать федеральные структуры, иначе позитивные изменения окажутся под вопросом. Сокращение населения России прогнозируют и эксперты ООН. Так, 2 недели назад они предоставили доклад с прогнозом демографической ситуации в мире. Согласно документу, по пессимистическому сценарию население России к концу 2070-х годов может сократиться до 100 миллионов человек. По другим оценкам, к 2080 году численность населения превысит 160 миллионов человек. При этом среднее значение для 2080 года составляет около 127 миллионов.
Команда Республики Саха-Якутия, в состав которой вошли полуфиналисты конкурса управленцев «Лидеры России» Иван Жданов и Гаврил Баишев, вошла в финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Лига лидеров России – это соревнование, в основе которого лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор, представляющий возможность за короткий срок получить опыт управления компанией, равным многим месяцам работы в условиях глобальной конкуренции. Команды участников получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках. Задача участников – каждый период принимать 75 стратегических решений в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов, логистики, обеспечивая наивысшую инвестиционную привлекательность своей виртуальной компании, соперничая в этом с другими командами. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.